С утра проснувшись, улыбнитесь и начинайте просто жить. Не ждите радостных событий, учитесь сами их творить. Да, от Даши отличное напутствие на день грядущий. А ведь действительно, почему бы с утра не поставить себе цель сотворить радостное событие? Ну, например, не знаю, сделать подарок без повода, придумать праздник, порадовать себя любимого вкусным ужином, ну и многое-многое другое, что можно приятного сделать. Действительно, вот как было сказано чуть раньше, да, не стоит ждать радостных событий, ведь мы сами творцы, собственно, да, и прямо в 7 часов утра, ну, отправь ты смс, да, внезапное, с добрым утром, уже радостное событие и для тебя, и для адресата. Ну, как уж мы, раз уж мы заговорили за праздники, а вот их в календаре вообще полным-полно. И поэтому сейчас мы предлагаем вам радостное событие для многих из вас, потому что я думаю, что большинство, может быть, наших телезрителей все же кореглазые. Ну да, и мы с тобой тоже. Да, поэтому у нас сегодня праздник, Руслан. Да, а для праздника вообще хорош любой повод. Именно так решили основатели Дня карих глаз. И в 2013 году предложили отмечать этот необычный праздник ежегодно 30 октября. Для Дня карих глаз пока нет в официальном календаре, но это ничуть не мешает осыпать кореглазых друзей комплиментами, поздравлениями, пожеланиями и небольшими подарками. Немного интересных фактов. Люди с карими глазами генетически не могут находиться в центре внимания и любыми путями стремятся к лидирующим позициям. Они немного вспыльчивы и не способны спокойно сидеть на одном месте и заниматься монотонными и однообразными делами. Замечено, что кореглазые женщины и мужчины редко прислушиваются к советам других и не примеряют на себя чужие эталоны. В это же время обладатели красивых и глубоких карих глаз отличаются добротой, влюбчивостью и неумением долго обижаться. Люди, смотрящие на мир томными карими глазами, очень ревнивы, но им свойственно скрывать свои яростные чувства и не показывать внутренние эмоции окружающим. Вот с такого позитивного события, с праздника Дня кореглазых, мы начинаем наш утренний эфир. Напоминаем вам, что это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Да, ну и, конечно, поздравляем еще раз кореглазых, а вот кого и с чем еще можно поздравить сегодня, узнаем прямо сейчас. На календаре 30 октября. Сегодня день основания Российского военного морского флота, День инженера-механика в России, День тренера, а также День памяти жертв политических репрессий в России. По народному календарю Осия Колесник. На Руси в этот день уделяли много времени колесам. Телеги ставили в сарае до весны, а перед этим проверяли их исправность. А по последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса едут тихо и скрипят, на следующий год уродится много хлеба и овощей. Этот день в истории. В 1653 году в России в этот день вышел указ об отмене смертной казни для воров и разбойников. В 1696 году по представлению Петра I Боярская дума приняла постановление морским судам быть, создан регулярный военный флот в России. В 1888 году, 30 октября, получен первый патент на шариковую ручку. В 1941 году началась героическая оборона Севастополя. В 1967 году впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей. В этот день родились Дмитрий Устинов, советский государственный военный деятель, маршал Советского Союза. Николай Агарков, советский военачальник, маршал и Герой Советского Союза. Диего Марадона, аргентинский футболист, звезда мирового футбола. Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий и Сергей. Ну что, Даша, зачитай нам. Что? Ну не рэп, а погоду, да. Хорошо. Давайте узнаем, какая погода прямо сейчас за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 13 градусов. В Заречной группе 26-18 ниже 0. В южных до 9 градусов мороза. В Вилюйской группе 7-5 со знаком минус, в Нижнеленских 12-10 ниже 0. В западных 9-6 градусов мороза. В Колымо-Мендигирской группе улусов до минус 31, в Янских 30-25 ниже 0. На северо-западе 16-9 со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 15 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой снег, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 9. Да,
всегда, когда я читаю этот прогноз погоды, понимаю, насколько у нас обширная республика. Где-то, по-моему, уже минус 31. Все верно, минус 31 в Калмыцкой группе Улусов. Вот Вот. так. Ну а нас пока погода балует, минус 9 сегодня. Снежок небольшой выпал. Снежок. ночью. Ну, собственно, поэтому и потеплело. Ну что ж, про погоду мы узнали. Теперь необходимо, наверное, проснуться благодаря тому, что можно узнать что-то новое. В частности, что же произошло на территории республики и за ее пределами. Приветствую, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Создание объектов атомной энергетики на Дальнем Востоке позволит улучшить условия для развития промышленности и повысить качество жизни населения в микрорегионе. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению энергетика глава Якутии Айсен Николаев. Это новые возможности для экономического развития, условия для развития промышленности, создания новых рабочих мест позволит снизить технологенную нагрузку на окружающую природную среду. Согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 1942 года на Дальнем Востоке планируется строительство 2 АЭС в Приморском и Хабаровском краях общей мощностью 3,2 гигаватт. Также дополнительно планируется строительство атомных станций малой мощности в Республике Саха и в Чукотском автономном округе. Более 4800 семей заключили социальный контракт за последние 3 года. Для этих целей было направлено 1,5 миллиарда рублей. Полученные выплаты можно направить на развитие личного подсобного хозяйства, поиск работы и открытие собственного бизнеса. Социальный контракт могут заключить малоимущие семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, участники СВО и члены их семей, а также неработающие пенсионеры. Отмечу, что социальный контракт реализуется в рамках национального проекта «Семья» и уже доказал свою эффективность. Написали заявление, почти сразу все одобрили. И вот большое им спасибо хотелось бы сказать соцзащите. Купили инструменты, ручные в основном, самые необходимые. И вот так дальше работаем. Я думаю, обратить внимание нужно на написание бизнес-плана. Надо вот тщательно сидеть и самому писать. Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве бесплатного получения 2-го среднего профессионального образования для участников специальной военной операции. Мера также затронет сотрудников Росгвардии, добровольцев и представителей правоохранительных органов, которые участвовали в ходе СВО. Норма будет применяться и гражданам, участвовавшим в боевых действиях в составе подразделений Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года. Инициатива направлена на помощь в поиске работы для военнослужащих. Еще одной целью программы является восполнение нехватки кадров на рынке труда. СВФУ – лидер Дальнего Востока по количеству студентов семей. Сейчас в университете обучается больше 600 человек, совмещающих учебу с воспитанием детей. В общежитии открылось пространство для детей. Здесь можно занять себя развивающими играми, ползать по шведской стенке или просто отдохнуть на мягких креслах. Обустроить площадку удалось благодаря победе в грантовом конкурсе Росмолодежи. Есть планы по открытию таких пространств в учебных корпусах, чтобы тоже вот, когда приходит на учебу, на 1,5 часа на время одной пары, чтобы оставить ребенка и пойти отучиться, сходить на пару, потом вернуться за ребенка. Есть идея привлечь к этому делу, чтобы стали воспитателями студенты педагогического института, института психологии, чтобы проходили там практику, и чтобы постоянно там практика чтобы шла, и чтобы уже набирались опыта работы с детьми. Ну и продолжая тему событий, сегодня, 30 октября, в историческом парке России «Моя история» пройдет фестиваль профессий «Якутия. Мои горизонты». Участников фестиваля ждут различные мастер-классы, встречи, диалог площадки с экспертами профориентационного профиля и много полезной и интересной информации.
Организация фестиваля проходит в рамках всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», реализующего с 2018 года. А подробнее об этом нам расскажет заместитель управляющего директора по реализации проектов Фонда гуманитарных проектов Лилия Анатольевна Зиборова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Но мы знаем, что проект «Билет в будущее» охватывает все 89 регионов страны. И с 2021 года федеральным оператором проекта выступает Фонд гуманитарных проектов. Могли бы вы рассказать вообще о целях и задачах данного проекта? Конечно, это потрясающий проект. Почему? Потому что он дает возможность ребятам, которые учатся в 6 по 11 класс, начать осознанно выбирать свою будущую профессию. Почему это важно? Потому что мы огромное количество времени проводим на работе. И кажется, что проводить время там, где тебе тяжело, там, где тебе скучно, там, где тебе не нравится, это вообще большое несчастье. Государство озабочено тем, чтобы граждане были счастливы. И ребята выбирали не из контекста, какой я экзамен могу сдать, на что мне хватает своих способностей, а каким профессионалом я хочу быть, как я хочу развивать свой регион. И это основная миссия проекта — дать инструменты, рабочие инструменты, современные. Это диагностики, занятия, встречи с интересными специалистами для того, чтобы у ребят как можно раньше начало формироваться вот это их понимание индивидуального образовательной такой траектории. Нас тоже вдохновляет. Мы тоже, когда сами начали заниматься профориентацией, поняли, а что для нас важно. Да. Но это вот в наше время, к сожалению, подобных программ не было, да? Вот мы действовали, как вы говорите, по логике того, что смогу сдать, по этим экзаменам куда-нибудь да поступлю, да? То есть сегодня, наверное, уже есть какие-то результаты, которые вы достигнули благодаря этому проекту? Конечно, 8,5 миллионов школьников участвуют в этом проекте. Больше 100 тысяч педагогов каждый год повышают свою квалификацию. Они учат работать ребят в этой сфере, узнавать свои способности, интересы, знакомиться с рынком труда. У нас проводится курс «Россия. Мои горизонты». Каждый четверг в каждой школе страны ребята узнают про достижения разных отраслей, про достижения России, про то, какой региональный компонент есть в их субъекте, какие крупные работодатели. И это целая система. Если раньше профориентация была достаточно хаотичной, событийной, экскурсии на предприятии, то теперь это действительно целая система, когда ты узнаешь себя, рынок и как себе достичь той цели, которую поставил. А какие на сегодняшний день достигнуты результаты благодаря этому проекту? Огромное количество ребят к концу окончания обучения, это или 9 или 11 класс, они достаточно уверены в своем выборе. Мы видим положительную динамику и по тому, что ребята стали выбирать колледжи. И самое главное, что после окончания колледжа очень многие идут на предприятия. То есть это такая выстроенная действительно траектория. И самое главное, что дальше предприятие занимается их адаптацией. Это самая большая проблема, вот именно удержание кадров на предприятии. Сейчас ребята очень хорошо понимают, вот за эти 5 лет действительно стали понимать, чего они хотят, как им этого добиваться. Ну, это здорово. Все-таки это больше вот про ребят, да? Что для вас лично означает участие в фестивале «Якутия. Мои горизонты»? Я вообще, если честно, здесь очень необъективный участник, потому что я в Якутии не первый раз, и это не первый фестиваль, фестиваль профессий, в котором я участвую, но это первый фестиваль такого уровня. В сентябре мы провели федеральный фестиваль «Россия. Мои горизонты». И фестиваль в Якутии — это первый фестиваль, который проводится в регионе, принимающий марафон таких событий. Мы готовились вместе с организаторами ЦОПом, вместе с Министерством просвещения. Конечно, для нас это волнительно, для нас это почетно, и для нас это очень интересно, потому что у Якутии, конечно, свой уникальный колорит. Мы вчера, проходя площадки на фестивале, знакомясь с людьми, которые будут проводить мастер-классы, мы, конечно, в восторге. Мы, если честно, сами немножко как дети, потому что, такое редко где увидишь, и это очень ценно.
Ну, то есть у наших ребят в республике есть уникальная возможность, да, вот именно быть первыми в подобном проекте, да, ну а затем, я думаю, эстафетная палочка перейдет по другим регионам и будет уже на что, так сказать, Опираться, да. опираться. Все верно. Ну и такой, знаете, достаточно примитивный и стандартный, наверное, вопрос, я бы сказала, да, какие профессии, да, вот сегодня актуальны. Ну, собственно, у кого бы мы ни задавали, да, будь то педагог, будь то, допустим, родитель, возможно, да, у всех мнения разные. Вот по вашему мнению. Вообще мы на самом деле избегаем такой парадигмы популярные профессии, профессии будущего, потому что все, что мы имеем в информационном поле вокруг, чаще всего это запаздывающий эффект. Вам могут говорить, блогинг сейчас очень популярен или какие-то другие специальности, ну, IT, хотя тоже отмечает снижение, но на самом деле сейчас не столько популярно какое-то направление, хотя информационная повестка, опять же, она формирует некоторые ожидания. Но при этом важнее действительно компетенции, которые может овладеть молодой специалист, потому что переучиваться за жизнь придется очень много раз. У нас очень динамично меняющийся рынок труда, возникают технологии, которых никогда раньше не было, и еще 3 года назад о каких-то профессиях мы просто даже подумать не могли. Поэтому сейчас фокус больше на этом. При этом будет всегда популярна профессия, в которой ты являешься специалистом, и профессия, которую ты действительно любишь. Поэтому Надо стать профессионалом. Да. А я, кстати, да, вы вот сейчас сказали, я вспомнил, когда я учился, все говорили, очень популярно быть экономистом. А юристом. потом экономистом. юристом-экономистом, а потом бац, и все. А Ну, вот недавно было IT. Нет, вот, Руслан, кто ты по образованию? Я учитель. Ты английского учитель, языка. а сидишь на телевидении и ведешь блог, Ну, да? филологическое образование. Помогло, да? Помогло. Но я здесь хочу сказать, что учителя — это вообще уникальные люди, потому что Могут любой. учитель, да, он может освоить любую профессию, поэтому все логично. Все верно. Лилия Анатольевна, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы надеемся, что, конечно, уверены, даже не надеемся, что фестиваль пройдет на ура. Ну и, собственно, самое главное, дети, подрастающее поколение возьмут с этого фестиваля частичку вашей работы, возможно, на заметку. И, собственно, может быть, именно ваша работа поможет в выборе профессий для подрастающих ребят. Спасибо. Но выбор профессии — это сложный и ответственный шаг, от которого во многом зависит будущее ребенка. И чтобы этот шаг был верным, необходимо достаточно четко ориентироваться в мире профессий. Выбор профессии должен основываться на 3 важных составляющих: хочу, могу и надо. Учащиеся должны определиться с интересами, склонностями и пожеланиями. Это вот из рамок «хочу». Понять, что они могут делать, исходя уже из имеющихся навыков образования. Это то, что он может. И проанализировать рынок труда. То, что, возможно, надо сегодня. И, исходя из этого, уже принимать решения. Именно так поступил герой нашего сюжета и сделал правильный выбор. Доброе утро, меня зовут Дмитрий, я учусь в Якутском коммунально-строительном техникуме на строителя. Я выбрал эту специальность, потому что у меня отец сам строитель, и я пошел по стопам отца. В детстве я часто ездил с отцом на разные объекты, на стройки, и мне там нравилось сам процесс строительства. На стройках мы ходили, проверяли, как построили строители. Но я тогда еще сильно не понимал это, но когда я стал старше, я уже начал понимать, и папа мне начал рассказывать о самые основные тонкости в строительстве. И сейчас, пока я учусь, отец очень сильно гордится мной, что я пошел по его стопам и прогрессирую в этом. Я учусь 3 года, 3-й курс идет, уже скоро дипломная работа будет. И летом работал на стройках, от техникума работал на разных стройках, с одногруппниками. Сам один у отца подрабатывал, помогал в строительстве. Работа строителя заключается в создании чертежа, плана дома, потом все это согласовывается с или руководством, или с заказчиком, и начинается стройка уже. Фундамент, стены, перекрытие и уже крыша. Потом отделка, внутренняя и наружная. Это сложно, и нужно
знать полностью теорию. Теория — это база, а на практике уже, чем больше ты будешь работать, строить все, тем у тебя уже будет лучше все получаться и быстрее. В моей профессии важны такие качества, как трудолюбие и ответственность. Ты должен быть физически подготовленный и выносливый, чтобы, таскать те же самые блоки при строительстве. Я люблю свою специальность за то, что я, могу сделать здание, построить, кому-то дом построить, и вообще полезно это. Сейчас все строится, развивается, больше зданий, детские садики, школы, и поэтому профессия строителя очень востребованная и с высокой заработной платой. И много где могут тебя взять на работу, потому что строители везде нужны, и без работы ты не останешься. Школьникам и выпускникам, которые хотят пойти в мир строительства, я бы пожелал уже сейчас начать учить черчение и математику. Это очень понадобится. И стремиться к своей цели, не останавливаться ни перед чем, и тогда у вас обязательно все получится. Действительно хорошо, когда уже в школе ребенок начинает определяться со своей будущей деятельностью. Самое главное в процессе обучения не бояться задавать вопросы. Хорошим примером этому является наша следующая рубрика «Спроси учителя». Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, писал Иван Сергеевич Тургенев. Всем здравствуйте! Я Валентина Варламова, и сегодня в нашем проекте «Спроси учителя» мы поговорим о предмете, без которого невозможно ни одно человеческое общение, о русском языке и литературе. Сегодня у нас в гостях учитель русского языка и литературы 31-й школы города Якутска Ирина Казимировна Саблина. Ирина Казимировна, и первый вопрос от Богдана. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Белолюбский Богдан. Я ученик 6 класса районной гимназии Эврика Алекнинского района. Скажите, пожалуйста, почему в русском языке так много исключений? Отличный, очень точный вопрос. На него нет простого ответа, потому что причин несколько, и все они связаны с историей языка, с языковыми явлениями фонетики, проникновение одного языка в другой. Это и грамматические какие-то формы. Все это свидетельствует того, что язык – живой организм, который развивается, а не создается строго по какому-то алгоритму. Ирина Казимировна, перейдем ко второму вопросу. Здравствуйте, меня зовут Чигишева Настя, я ученица 7 Б класса Покровской средней школы номер 3, Хангаласский район. И у меня вопрос, почему мы изучаем творчество писателей 19 века, ведь это позапрошлый век? Спасибо, Настя, за интересный вопрос. Золотой век русской литературы считается XIX век. Именно это тот фундамент, на котором строится наше мировоззрение. Это вечные наши ценности, это понятие добра и зла, мира, дружбы, любви, взаимопонимания. Но и литература XIX века создала нам сложного человека с его богатым внутренним миром. И глубоко заглянув во внутренний мир, мы сравниваем свои поступки, свои взгляды с теми героями, которые проходят на страницах этих произведений. Учимся понимать не только их поступки, но и моделировать свои личные. Именно литература XIX века – это именно тот материал, который помогает нам в формировании личности. Ведь не зря в то время сказал Чернышевский: литература – это учебник жизни. Ирина Казимировна, и, пожалуйста, третий вопрос, завершающий.
Здравствуйте, меня зовут Панафидина Диана, я ученица 10 Б класса, школы номер 40 имени Михаила Ефимовича Николаева. И у меня такой вопрос. Почему русский язык является самым сложным в мире? Спасибо, Диана. Русский язык действительно считается одним из сложных языков в мире. И для этого причин несколько. Прежде всего, это грамматические формы, это фонетические, это и сама этимология происхождения некоторых слов. Это и лексика, и словообразование. Даже если взять глагол «ходить», при словообразовании ходить, выходить, заходить, отходить, мы видим, что меняется само значение слова. И тем не менее, именно эта сложность делает наш язык выразительным, интересным, гибким, как говорил Тургенев, о великий, могучий и правдивый русский язык. Ирина Казимировна, благодарим вас за ваши ценные объяснения. А вы, ребята, продолжайте исследовать наш родной русский язык, читать книги и ценить каждое слово. И мы продолжаем наш утренний эфир. Напоминаем вам о том, что в прямом эфире вы прямо сейчас смотрите одну из самых добрых, позитивных и полезных программ на нашем телеканале. Это «Утро Якутии». У природы нашей нет плохой погоды, зато есть целая коллекция интереснейших феноменов. Они, как исключение из правил в русском языке, есть почти в каждом разделе и своей внесистемностью приковывают к себе особенное внимание. И эта осень в Якутии яркий тому пример. Почему происходят такие причуды природы и что это может нести за собой, узнаем из материала наших коллег. Климат Якутии в последнее время удивляет не только жителей, но и ученых. Так в этом году, несмотря на календарную осень и наступающую зиму, погода даже сейчас продолжает баловать нас теплом и солнечным светом. Некоторые водоемы еще не покрылись льдом, птицы оставили зимовать, а в Нюрбинском улусе даже заметили бабочку в начале октября. Такие изменения заметно сказываются на природе, что тревожит лесоведов и экологов. Но в этом году вот вы видите, что у многих деревьев и кустарников листья так и не опали. Это связано с тем, что не образовался отторгающий слой между листьями и деревом. Это, несомненно, повлияет на здоровье растений, на их иммунитет. Они снизят их жизненное состояние, и на будущий год могут быть некоторые, так скажем, нехорошие признаки гибели, возможно, или болезни у многих видов древесных растений. Осень в этом году отличилась непривычно теплой погодой. Снег начал покрывать улицы города совсем недавно, а где-то можно увидеть все еще зеленую траву. Такие теплые дни, конечно, очень радуют, но не стоит забывать, что любые климатические изменения сильно влияют на общее самочувствие человека. Возникает вопрос, как такая осень сказывается на нашем здоровье? За ответом обратимся к специалистам. В целом изменения погоды, как правило, очень сильно оказывают влияние на людей с хроническими заболеваниями. В частности, особое влияние оказывает изменение атмосферного давления. При резких колебаниях, в частности в сторону снижения атмосферного давления, у человека может меняться тонус сосудов, и за счет этого могут появиться эпизоды повышения или, наоборот, снижения артериального давления. И люди из-за этого могут испытывать ухудшение самочувствия. Людям, которые достоверно знают, что у них имеются колебания артериального давления, при смене погоды в период межсезонья я бы хотела порекомендовать более тщательный контроль за собой, за своим состоянием. Между тем, сравнивая погоду с прошлым годом, можно заметить, что в это же время было холоднее практически вдвое. За этими изменениями неустанно следят наши синоптики. У нас вот в течение октября пытается, установиться снежный покров, но он устанавливается, но его высота очень небольшая. На сегодняшний день высота снега на метеоплощадке составляет 2 сантиметра. Вот. И на этой неделе, по погоде, получается, пока такого хорошего снега мы не ждем. Будет снег, но он по количеству будет небольшим. 2 числа
ждем выхода западного циклона, и 3 числа он выйдет на центральную Якутию. С этим циклоном ждем вот как раз-таки умеренный снег. С каждым днем снега падает все больше, температура понижается, а значит зима постепенно вступает в свои права. И несмотря на потепление, Якутия отдавать звание самого холодного региона России по прогнозам синоптиков, похоже, не собирается. Диана Антонова, Элита Махно, Якутск. Тем временем в Улусах республики, несмотря на достаточно теплую погоду, началась активная заготовка льда. Это не просто работа, а настоящая традиция, передающаяся из поколения в поколение. А работы начинаются, когда толщина льда на реках и озерах достигает 20-30 сантиметров. Чем чище и прозрачнее, тем лучше качество воды. Поэтому сначала убирают снег, чтобы лед промерз равномерно, а уже далее приступают к последующим работам. Затем из ледяного поля выпиливают прямоугольные блоки, он может весить до 70-80 килограмм. Работают бензопилой, пешней и специальными щипцами. Иногда используют старые самодельные приспособления. Ледяные блоки вытаскивают баграми, грузят в прицепы и увозят на хранение. Раньше возили на конных упряжках, сегодня же чаще используют снегоходы и грузовики. На сегодняшний день для многих районов Якутии это единственный источник питьевой воды на зиму. Лед топят для домов, школ, детсадов и больниц. Без этой заготовки зимой просто не выжить. Колодцы и реки промерзают до дна. Руслан, если я не ошибаюсь, то в рамках проекта «Испытан на себе» ты, по-моему, занимался заготовкой льда. И вот как оно по-настоящему? Слушай, ну это очень трудоемкий труд, действительно. Это надо быть, во-первых, аккуратным, да, то есть можно понятно, все что время там полынья, да. А, во-вторых, постоянно как на конвейером, то есть даже если ты просто возишь лед, его же надо довести до берега, то есть до там, где стоит уже транспорт, погрузить. То есть это все очень нелегко. Нелегко. Ну, по мне, даже вот глядя на эти кадры, уже понятно, что этот процесс действительно титанический труд, и без физической подготовки тут не справишься. Но сейчас настало время, когда так и хочется сказать: на зарядку становись. Даже не сказать, а призвать вас, дорогие телезрители. Именно с этих слов несколько десятилетий назад начинались рабочие будни многих жителей Советского Союза. В те времена призыв делать утреннюю зарядку звучал из всех существующих средств массовой информации, что мотивировало граждан поддерживать себя в хорошей спортивной форме. Давайте же вместе возродим эту традицию прямо сейчас. Всем доброе утро! Меня зовут Виктория, я фитнес-тренер. И сегодня наше утро начнется с бодрой, заряжающей кардиотренировки. И первое упражнение будет бег на месте для того, чтобы пробудить и зарядить наш организм. Бежим мы 30 секунд, коленочки тянем вперед и касаемся ладошек. Бежим мы 30 секунд по 4 подхода. Следующее упражнение – это будут прыжки с приседа. Для этого мы выставляем ножки шире плеч, носочки диагонально, делаем вдох, присели и на выдохе выпрыгиваем. Тоже прыгаем 30 секунд по 4 подхода. Следующее упражнение – лыжня. Покажу боком, руки выводим наверх, делаем вдох и на выдохе мы отталкиваемся, поднимаемся на носочки. Как можно сильнее делать мах руками. Тоже выполняем 30 секунд, 4 подхода. Следующее упражнение – это активные выпады с касанием локтя. То есть мы делаем выпад и касаемся локтевого сустава. 30 секунд. Одна нога. 30 секунд выполняем на вторую ножку без отдыха. Выполняем таких 4 подхода по 30 секунд на каждую ногу. Между каждым подходом стоит немножко отдышаться, сделать вдох, выдох. И еще раз вдох,
выдох. Как только восстановили дыхательную систему, приступаем к следующему подходу. Выполняйте такую кардиотренировку каждое утро, и ваш день будет заряжен и бодрый. Один утренний ритуал, переходим к другому немаловажному – это выбор одежды. У нас у всех случались моменты, в которые мы терялись и застывали прямо перед открытыми дверцами шкафа, не зная, что же выбрать для образа на сегодняшний день. Но если вы не стилист и не обращались к нему за помощью, вполне нормально время от времени чувствовать, что в гардеробе чего-то не хватает или не знать, что же надеть по особенному поводу. Однако многие испытывают чувство, что носить абсолютно нечего чуть ли не каждый день. А ведь порой достаточно лишь стилизовать базовые вещи и вуаля, новый образ. А вот как и с помощью чего можно это сделать, узнаем у нашего стилиста. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист. И сегодня наша с вами уже любимая рубрика «Моде и стиле». И я знаю, что у многих в гардеробе есть рубашки. Рубашка – это базовый предмет гардероба, к которому многие привыкли. И каждый раз хочется носить данный предмет гардероба как можно разнообразнее. И именно сегодня мы подобрали для вас рекомендации, как стилизовать простую базовую рубашку. В данном случае на мне голубая рубашка, достаточно классического кроя. Это не оверсайз модель, просто рубашка на один размер мне велика, это специально для того, чтобы показать, что можно носить и более свободный вариант, не только по фигуре. Как ее стилизовать, сейчас покажу. Первый из таких простых вариантов, которые я бы рекомендовала для стилизации, это такие вот аксессуары, которые легко снимаются, можно быстро приобрести и в целом стилизовать с разной одеждой. Что мы можем сделать? Мы можем с вами добавить браслеты на запястье справа и слева. Так, симметрично размещаем наши браслеты, и у нас получаются вот такие вот акцентные детали на манжетах. Смотрите, это выглядит очень интересно. Такой вариант можно подобрать для выхода, например, на мероприятие, и простая рубашка становится уже у нас более интересной. К этому же сету мы можем подобрать украшения на шею, либо серьги. Я сегодня подобрала украшения на шею. Сейчас покажу вам, как это может смотреться. Так, все, мы примерили наши прекрасные бусы. Посмотрите, как они хорошо смотрятся. Они не сдавливают горловину. Это очень важный момент. То есть не должно быть эффекта удушья, должно быть чувство легкости. Цвет украшений в целом под голубую рубашку могут быть разные. И медный, и серебряный, и золотой. И могут быть и цветные варианты, которые вам нравятся. Здесь мы сделали такой акцент и приподняли немного воротник для того, чтобы, так сказать, скажем, интересный эффект стилизации. Такой вариант подойдет для выхода в свет. Можно будет убрать, например, браслеты и оставить только шейное украшение. Либо же наоборот, либо носить сет полностью вместе. Сейчас очень актуальны броши, например, анатомические. То есть это руки, это могут быть какие-то части тела, губы там, и так далее. Все это в металлизированном варианте. Это такой вот простой эффектный вариант, когда можно пробовать брошь носить справа, слева, как вам удобно. Также такой вариант сейчас носят. Если мы с вами будем компоновать, например, с рубашкой, можем брошь добавить на лацканы пиджака, который вы выбираете, либо же жилета, и тем самым поддержать полностью весь сет. Еще один вариант – это платки, которые сейчас так актуальны. Казалось бы, платки набирали обороты, но хочу отметить, что они наберут обороты еще сильнее. И скоро платки мы будем носить с вами и в виде юбки, и в виде топов, и в виде всего, чего только можно. Мне нравится достаточно широкий вариант. Это когда 90 на 90 сантиметров. Почему? Потому что то есть можно много с ним сотворить и задрапировать и так далее. Я предлагаю попробовать сделать пояс. Один из вариантов, как носить такой большой платок, например, использовать металлическое кольцо, либо браслет, либо брошь, через который можно продеть платок. Тем самым у нас появляется такая акцентная деталь, и платок начинает выглядеть более элегантно, потому что когда мы просто завязываем его на талии, это немножко такой летний вариант, это такой эффект летнего парео, легкости. Да? В осенний, весенний, зимний сезоны я рекомендую использовать все-таки в сочетании с брошами. Следующий вариант – это акцентные детали. Мы используем вельветовый жилет, достаточно укороченный, тем самым он у нас не режет рост и является такой легкой декоративной акцентной деталью.
поддерживаем цвет за счет акцентных красивых украшений. Здесь они также стилизованы под национальное. Обратите внимание, что здесь по центру у нас сардана, да, и как цветок красиво сочетается здесь у нас желтые, голубые, синие оттенки. Все это мы, скажем так, скрещиваем, и как результат у нас интересная стилизация такой вроде бы европейской тематики, хотя изначально каждый предмет гардероба является, скажем так, стилизованный под национальную якутскую культуру. И следующий максимально трендовый и актуальный вариант – это неоновый синий. Это, во-первых. А во-вторых, это элемент одежды манишка, который мы с вами так сильно любим. Это такой хитрый вариант того, чтобы резко сменить офисный образ на стильный и интересный. Дополняем манишкой, отправляемся гулять с друзьями, а когда приходим на работу, можем эту манишку отложить, да, и снова, скажем так, использовать голубую рубашку в ее прямом назначении в офисном классическом стиле. Также эту манишку можно будет носить поверх вашего пальто или в сочетании с вашим пуховиком. В общем, вариантов для носки манишки на сегодняшний момент очень много. Попробуйте, используйте этот элемент в своем гардеробе, и я уверена, что вы будете самыми яркими на улицах нашего города. А мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. На неделе тариф перевозок по реке Лени на судах на воздушной подушке повысился до 5000 рублей. Индексация стоимости связана с выходом на линию двух видов судов. Так, со станции Намыв в Якутске в сторону Нижнего Бестяха выезжают хивусы. По пути они останавливаются, и пассажиры пересаживаются на аэроботы. Кроме того, в период межсезонья повышается и расходная часть по обслуживанию судов, уверяет перевозчик. Как отметил министр транспорта, повышение тарифов – временная мера. С установлением стабильной обстановки на реке стоимость проезда понизится. Стоимость перевозки с 2500 возросла до 5000 рублей, но мы полагаем, что в связи с уже установлением прочного ледостава, где-то, скорее всего, сразу тоже после праздников, возможно, даже в первых числах ноября, аэроботы уже привлекаться не будут, соответственно, тариф будет снижен. 25 финалистов программы «Якутия. Земля героев» представили свои работы на большой отчетной конференции. Курсанты программы прошли стажировки в администрациях муниципальных образований, где освоили тонкости местного самоуправления и работали над собственными проектами развития территорий. Третий этап стажировок будет проходить в крупных предприятиях республики. Финалисты программы указали предпочтительные места для обучения. В их числе Алроса, Саха-Транснефтегаз, ГУП ЖКХ и другие крупные предприятия. После прохождения всех этапов курсанты получат удостоверение о повышении квалификации. Сегодня завершился муниципальный модуль стажировок. Да? До этого был модуль в органах власти, в министерствах и ведомствах. И в следующем году, ближе к весне, предстоит модуль уже в госсекторе, это крупных предприятиях республики. Поэтому вот такая трехступенчатая подготовка управленцев, да, ветеранов и участников специальной военной операции призвана, носит цель в ускоренном таком режиме сформировать профессионалов, универсалов, можно так сказать. В Национальном театре танца активно проходят мастер-классы по изготовлению и игре на уникальных якутских струнно-смычковых инструментах кыл-кылага и кырымпа. На сегодняшний день в обучении задействовано 40 человек со всех уголков Якутии. А возможность присоединиться к мастер-классам открыта для всех желающих. Инициатива по популяризации этих инструментов, началась около 10 лет назад, уже принесла свои плоды. За это время более 1500 человек освоили игру на этих самобытных инструментах, способствуя возрождению этномузыки народа Саха. Мастеров около 50 человек, которые изготавливают именно кылыгах кырымпу. Чем отличие от кырымпы? Если мы раньше говорили, кырымпа – это якутская скрипка, есть струны металлические, да, то кылыгах – это именно струны из конского волоса, которые передают именно якутское звучание. Готовим не только исполнителей, но и тех, кто будет обучать на инструменте. Конечно, мы начинаем с посадки, с постановки, потом звуковедения, да, и, вот, и штрихи, вот все обучаем. 25 финалистов программы «Якутия. Земля героев» представили свои работы на большой отчетной конференции. Курсанты программы прошли стажировки в администрациях муниципальных образований, где освоили тонкости местного самоуправления и работали над собственными проектами развития территорий. Третий этап стажировок будет проходить в крупных предприятиях республики. Финалисты программы указали предпочтительные места для обучения. В их числе Алроса, Саха-Транснефтегаз, ГУП ЖКХ и другие крупные предприятия.
Установка главной елки на площади Республики в Якутске начнется 5 ноября. Со стороны, где стоит памятник Ленина, будут горка и световая инсталляция. На площади Орджоникидзе к монтажу елки приступят 10 ноября. Ежегодно церемония официального зажжения огня елки на главной площади Республики проходит 1 декабря, первыми в стране. В это время по традиции проходит фестиваль «Зима начинается с Якутии». Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Мы продолжаем наш утренний эфир. Ежегодно ко Дню ювелирной и алмазогранильной промышленности Якутии сокровищница Якутии демонстрирует жителям и гостям нашего города уникальные произведения наших ювелиров на ежегодной выставке «Лучшие ювелирные украшения Якутии-2025». А подробнее о ней расскажет наш гость, главный технолог цеха огранки акционерного общества «Кондрагметалл» Республики Саха-Якутия Борисов Иннокентий Васильевич. Доброе утро. Доброе утро. Ну, наверное, для тех, кто уже успел посетить эту выставку, главным и таким центральным экспонатом всей выставки стало кольцо с бриллиантом свыше 5 карат. Вот расскажите подробнее, пожалуйста, о создании такого, ну, я бы сказала, чуда. Ну, это, во-первых, это пятикаратник имеет фантазийную форму, и его редкость в том, что он имеет уникальный первый цвет. Это значит, что совершенно белый, без насветов, без оттенков. Это считается один из самых Первый, чистых, да, дорогой, первый да? есть первый, да. Вот мы сейчас видим кадры, вот так выглядит 5 карат. И сколько времени уходит на то, чтобы вот создать такой бриллиант? Так, ну, это фантазийная форма кушон, это в переводе с французского просто подушка. Так как эта форма сама подсказывает, это фантазийная форма огранки, путем нанесения фасетов вокруг сбиваются углы, он более имеет закругленные углы, и это старинная огранка, старинный вид огранки классический. И он был очень популярен в 18 веке еще. Ну, он очень привлекательный тем, что придумали еще давным-давно и очень хорошо гармонирует с ювелирным изделием. Это основа берется от круглой огранки классической. Огранка та же, но именно в квадратной форме. Ну, судя по вашей увлеченности к ответам, да, у вас очень большой опыт работы в сфере алмазогранильной промышленности. Вот расскажите немного о том, как вы пришли в эту профессию. С чего все начиналось? Ну, то есть вспоминается 91 год, самое начало становления гранильной промышленности. И в то время, когда еще писали дипломы, мы уже знали, что будет организовываться такая компания, акционерная компания Туйма Даймонд, и они посылают первых учеников, первую группу на учебу, на огранщиков. Это было достаточно интересно, и мы как бы примкнули, прошли тест, проверку, и у нас как раз в сентябре первая группа выехала в город Гомель, Белоруссию. И с тех пор, как раз в это время, в октябре, мы уже начали гранить первые свои камни, бриллианты. Ну и скажу, что всем проводил опрос по поводу названия, вернее, якутский бриллиант, да, словосочетание якутской бриллианты. Это проводилось в Центральной России, города Центральной России. Что думает о таком словосочетании наше население? И они, более 70%, свыше 70% населения сказали, что это привлекательность товара. И еще республика провела огромную работу, большую работу, результатом которой стала Роспатентом регистрация географического указания бриллианта Якутии. То есть оно указывает на место, ну, как бы, где было изготовлено, да? Вот это удостоверение является тем подтверждением, тем доказательством, что этот товар качественен, из натурального сырья, ну и легитимность. А какие-то еще преимущества дает вот этот патент? Ну да, как раз вот для покупателей это именно то доказательство, то, что этот товар качественный именно с Якутии, и то, что это качественный товар.
Ну, возвращаемся все-таки к выставке «Лучшие ювелирные украшения Якутии-2025», да. Помимо кольца, да, вот с бриллиантов в 5 карат, какие еще уникальные экспонаты можно увидеть там? Вот чем можно восхититься? Возможно, зритель-то пройдет и не все сразу поймет, а вот вы сейчас нас немножечко сориентируете, и мы будем знать, к какому изделию подойти нужно внимательнее. Ну, завтра у нас последний день же до выставки. Ну, я бы сказал, что сокровищницу Якутии надо посещать нашим всем жителям республики и гостям, потому что там есть постоянная экспозиция, которая имеется в виду составная часть Государственного фонда драгоценных металлов и камней Республики Саха. Это там собраны те уникальные самородки камней, металлов, то, что создает природа, и те изделия наших мастеров, ювелиров, загранщиков и косторезов. Это там я призываю, чтобы они насладились нашими уникальными работами наших мастеров. Ну, вот мы сейчас вновь видим кадры, да? То есть, Иннокентий Васильевич, помимо того, что вот сейчас эта выставка подходит к концу, есть постоянная экспозиция, то есть можно прийти в любое время и восхититься красотой и уникальностью, вот, да? Как я уже сказал, что там уникальные работы наших мастеров, это за всю историю республики, скажем, наверное, 90-х годов. Это ювелирные работы, уникальные работы, это и штучные работы там собраны. Ну, вот еще такой вопрос к вам, как специалисту, может быть. Вот вы сейчас тоже огранкой занимаетесь, ну, вы же главный технолог, а вот вообще вот с опытом остается ли вот это волнение, когда работаете, допустим, с очень драгоценными камнями? Да, это очень хороший вопрос. В начале карьеры, как, скажем, в 90-х годах, это когда вот получаешь дорогой камень, ну это же впервые происходит. Да. Ты когда держишь уже при отборе сырья, при просмотре вопроса, там уже начинает возникать вот то волнение, как мы с ним будем работать, зная, что какая стоимость этого камня. Одно неловкое движение, да, огранчика, да, вот и все. Как раз я хочу вот с этим кувшином, да, вот, 1/5 часть процента с этого веса, да, 5 карат, это где-то 2 сотки, ну, 1-2 сотки. Если бы мы ошиблись, 4,99 сделали бы, да, разница была бы там десятки тысяч долларов. Это буквально несколько секунд, и мы потеряли бы. То есть чуть-чуть передержали на шлифовальном камне? Да, да. Это все обрабатывается на алмазном диске, это съем идет, конечно. Это все... Представляешь, какая стрессовая работа? Ты просто, помимо того, что ты держишь, да, в руках, у тебя вот все, наверное, вот руки дрожат, да, потом ты думаешь о том, сколько стоит, а еще же это надо привести в правильную форму. Поэтому же в начале работы я ребятам как бы их настраивал на работу, я им стоимость говорил, ну, не старался говорить, чтобы они не знали, чтобы у них рука не дрожала. И, ну, как к сырью относились, как к работе, да. Просто профессионально делали свою работу. Делать, чтобы уверенно, и потом говорил, что при хорошем настроении, чтобы они их делали, вот ответственно именно камни. А отложите, если настроение нет, то с другими работайте. Вот он секрет, да, профессионала. Иннокентий Васильевич, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Ну а телезрителям напоминаем о том, что у нас сейчас уже практически завершается выставка «Лучшие ювелирные украшения Якутии-2025». У вас еще есть возможность посетить. Ну и, конечно, восхититься работой вот таких уникальных мастеров. И Иннокентий Васильевич один из них. Спасибо большое. Мы желаем вам удачи в вашем нелегком труде. Спасибо. Ну а сегодня четверг, это значит, что на очереди у нас постоянная рубрика «Афиша». Поход в кино от захватывающего просмотра долгожданного блокбастера на большом экране до совместной атмосферы смеха и восторженных вздохов других зрителей. Это уникальный и захватывающий вариант отдыха. Центральное место в этом впечатлении занимает киноафиша. Это подробный список сеансов и показов фильмов, доступных в кинотеатре. Давайте узнаем, что же можно посмотреть уже в скором времени. Почему ты не отдала кассету полиции? Я должна была увидеть все сама. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга.
Атмосферный мистический хоррор «Шелби Оукс. Город-призрак». 12 лет назад блогер Райли Бреннан пропала без вести. С тех пор ее сестра Мия безуспешно ведет поиски. Когда Мия участвует в съемках документального фильма о сестре и рассказывает о страшных историях из их детства, на пороге ее дома появляется незнакомый мужчина с пистолетом и видеокассетой в руках. Незнакомец совершает самоубийство. Женщина проверяет содержимое кассеты с надписью «Шелби Оукс», и на ней оказываются последние кадры, которые записала сестра из одноименного города-призрака. Мия отправляется в опустевший город, чтобы разыскать сестру. «Шелби Оукс. Город-призрак». В кинотеатрах с 30 октября. Продолжаем, вернее, уже завершаем наш утренний эфир. И действительно, знаешь, я вот немножечко пока нахожусь под эмоциями про историю вот со специалистом. С бриллиантами, с огранчиком. Но это ли, наверное, и не есть, знаешь, такое... какая-то волшебная магия утреннего эфира, потому что иногда темы цепляют, и ты потом весь день ходишь, об этом думаешь и обсуждаешь это. Да, но я думаю, что совет нашего гостя вам понравится. То есть нужно просто профессионально, спокойно делать свою работу. Чего мы вам желаем сегодня в течение всего рабочего дня. И уже завтра в 7:00 мы вновь будем рады сказать вам доброе утро на телеканале Якутия-24 и НВК Саха.